Эдик Хелшин. Доброе утро, друзья. Вот решила сегодня просепарировать молоко и показать его вам, как я его сепарирую, и немного рассказать о молоке и что я делаю. Так, значит, у меня, как я говорила, уже одна корова, и молоко мне приходится собирать, потому что жарко. И вот я 2-3 дойки собираю и потом только сепарирую. Конечно, если было 2-3 коровы, то каждое утро надо было бы сепарировать, каждый день. Но у меня только одна корова. И мы часто варим каши утром, и савань даем. Так что у меня не всегда бывает столько молока, чтобы сразу просепарировать или там сделать сыр. Но для сыра много молока не надо, в принципе. Я вот такую 18-литровую кастрюлю варю, в этом сыр варю, хватает. Ну, это получается, что у меня вот 2 дойки на сыр уходит. Ну вот, я говорила раньше тоже, что у меня сломался холодильник, в котором я храню молоко обычно. Это витринный холодильник, который когда-то стоял у меня в магазине. Он у меня сломался, когда у нас был еще карантин. Тогда, когда я вызвала мастера, на тот раз отказались ехать из-за карантина. Но вот недавно, буквально месяц, уже 2-й месяц я прошу, несколько раз звонила. Обещают завтра приехать, обещают завтра приехать. И уже 3-й мастер, не знаю, пропадает, не едет. И уже сколько вот, больше 5-6 месяцев, 5 месяцев, по-моему, да? У меня доится корова. Молоко я собираю в морозилке. Мне приходится ставить в морозилку. И бывает неудобно кастрюли туда ставить или еще что-то. Я как-то умудрилась ставить канистры из-под воды 5-литровые, такие тонкие. Но их всегда мне было неудобно мыть. И ёршиком туда не очень-то во все уголочки залезешь, а молоко уже прокисает, если там хоть что-то остается. И вот месяц, ну, примерно месяц, наверное, тому назад, мне сын звонит с магазина, с нашего сельского магазина, сходил за хлебом, и говорит: мама, тут какие-то... Ой, извините, эта простуда меня никак не отпускает. Тут в магазине какие-то бетоны очень удобные для того, чтобы ты молоко ставила в холодильник или в морозильник. И прислал мне на WhatsApp. Мне понравились они. И вот я купила 4 бетона. 2 10-литровых и 2 5-литровых. Простите. Ну вот, и знаете, действительно все удобно. Молоко выливаю, и вот видите, вот тут вот не всегда же до горла бывает молоко. Остается вот эта вот сметанка. Из тех канистров, которыми я пользовалась, мне их неудобно было вымывать, эту сметану, остатки. А здесь удобно, прям тряпочкой быстро прошлась, и нормально. Вот такая вот покупка, которой я в действительности рада. Этот бетончик у нас по 10-литровых, а эти по 5, как я уже сказала. Вот сейчас нальем молоко, вот эти 2 кастрюли, согрею. Так, сепаратор я уже собрала, вот он стоит. Надо будет только вот кастрюлю и под сметану кастрюльку, и под обратно кастрюльку поставить. Ну, пока вот согрею молоко, потом покажу вам. Сейчас буду наливать сюда молоко. Так, друзья, ну, молоко вот согрелось. Я вот его налила уже, немного сюда налила. Кастрюля здесь. И вот кастрюля у меня на плите. У меня было, ну, оставалось еще немного молока, больше, чем эти 2 кастрюли. Я их отдельно согрела. Ну, вот сейчас заведу. Пока немного скажу о своих этих канистрах. Я не могу им нарадоваться как-то, этих бидонах. Вы знаете, они действительно очень удобные. Горлышко широкая, рука спокойно проходит, можно помыть все, и молоко не прокиснет, и в нем хранить, собирать тоже удобно очень. И самое главное, они не очень-то и в принципе дорогие. 160 рублей стоит большой и 100 рублей маленький. Вот для меня это в действительности удобная тара для молока. Так, ну будет шумно, друзья. Я вот немножко специально сюда налила, чтобы долго не шуметь. Сейчас включу. Но будет шумновато. И буду подливать молоко еще. Так. Все.
Вы знаете, друзья, я всегда жила в селе и до замужества, и после замужества. И у нас всегда было много коров, 2-3 коровы было всегда дойных. И сепаратор у нас был всегда, как говорится. В моем детстве это было, конечно, мой бич. Вот открываю я. Не до конца, чуть-чуть открою. Каждый день сепарировалось молоко, потому что тогда не было таких больших холодильников, тогда, в принципе, не было морозилок. Может, они были, но для нас, это, для сельских жителей, это, тогда их не было. И молоко мама сепарировала каждый день. И сепаратор, конечно же, приходилось мыть мне где-то лет с 10, наверное, практически все время. И я ненавидела это дело, друзья. Так, вот, видите, пошли это сливки, а это обрат. Из обрата я буду делать творог. Ну, а из сливки превращаться в сметану через какое-то время. И вы знаете, что когда я утром сепарирую молоко, и крутила я эту штучку, и что такое не делала. Но сметана бывает очень густая, когда утром пропускаю молоко. А когда вечером пропускаю молоко, она не бывает таким вот прям густым. Вот сейчас я утром сепарирую, и на утро уже будет оно, даже не на утро, но через часа 2-3 будет уже как сливочное масло. Вот такой густой консистенции. Так, ну вот сейчас еще подолью. Ну, в детстве моем, конечно, сначала были сепараторы только ручные. Они, вот наши родители, прибивали, ну, и моих соседей тоже. Наши родители прибивали этот сепаратор. Это тоже, между прочим, прибивается вот эти вот дырочки, которые можно прибить к какому-нибудь столу. Или... А мы делали как будто бы вот, в детстве моем были вот такие, как будто бы лавочки. И к этой лавочке прибивался этот сепаратор, и наши родители, сидя, перекручивали молоко тогда. Ну вот как-то так, друзья, да, я себе налила чай заранее, буду пить чай, пока сепарируется молоко. И заодно вот покажу вам варенье, которое я сварила, вам показывала, из черной смородины. Посмотрите, какой консистенции оно, вот видите, густое и очень ароматное. У меня даже насморк, через насморк передается его аромат. Вот сейчас выключу камеру и буду пить чай, пока вот сепарируется мое молоко. Ну все, наверное, процесс я вам показала, больше его показывать в принципе не надо. Потом я вам покажу, как делается творог, как я его делаю. Через какое-то время, как у меня закончится сыр, наверное, покажу и как делается сыр. Ну вот, как-то так, друзья. Так, друзья, ну вот, одну кастрюлю я уже почти пропустила. Уже налила со второй кастрюли молоко. И вот процесс идет. Если честно, моему сепаратору уже лет 10, наверное. Служит верой и правдой мне. Тут помашила, так вот сливки. Знаете, когда я утром сепарирую, сливки получаются буквально через час уже густой сметаной, чуть ли не маслом. Это, наверное, потому что свет хороший, барабан крутится быстрее. А когда вечером сепарирую, сливки не так быстро густеют, сметана бывает такой жидковатой, видимо, молоко туда чуть-чуть все-таки проходит, мне так кажется, я не знаю. Но сегодня уже до вечера тянуть было невозможно, потому что я уже его с вечера с морозилки вытащила, оно бы у меня прокисло, потому что жара, и пришлось пресепарировать. Ну, не знаю, скорее всего для того, чтобы у нас как раз дома нет сметаны, я несколько дней подряд делала сыр. Вот сметану, которую будем дома есть, я добавлю чуть-чуть, обычно я добавляю чуть-чуть молока, чтобы оно не было таким густым. И сметана не так быстро густеет, когда чуть-чуть добавляется молоко. Вот для себя я добавлю молоко, и оно будет такое, знаете, жидкой консистенции сметаны. Ну, не жидкая, а нормальной консистенции, как сметана. А то, если я сейчас оставлю вот в таком виде, как есть, оно практически до вечера у меня уже будет почти что сливочное масло, что даже изливать его ничего не надо, несколько раз рукой помяла, и все. Вот так вот, друзья. Процесс пропускания молока вы поняли. Заказ на сметану у меня нет, у меня есть заказ на творог и на сыр.
Сыр я уже, как сказала, я сделала. Творог тоже у меня в холодильнике лежит. Так что эта сметана будет уже для нас самих. Ну, а то, что не сидим, потом сделаю масло. У меня есть заказ масла на топленое масло. Да и для себя я мало его сделала. Так что вот. Как-то так, друзья. Вот так вот и живем. Теперь надо выгонять птицу, кормить, всех по разным местам раскидывать. У меня разная птица, она по разным местам у меня. И практически до обеда мне приходится теперь в окладахе бегать. То за птицей, то за скотиной, то в огороде. И вот так и проходит мой день. Так, друзья, вот молоко просепарировала, цыплят выпустила, всех покормила, всех напоила, теленка напоила, бегала, уже скоро время обеда. Мои мальчики уехали в Назрань за покупками, младшенький мой уезжает завтра в Москву. И вот они позвонили, что едут домой, решила быстренько на быструю, на скорую руку приготовлю печень с сердцем. Ну, просто так немножечко потомлю водички, а потом пожарю с луком. Лук я нарезала, печенку с сердечком порезала. Это печень и кусочек печени и кусочек сердца от жертвенной коровы, которую мы зарезали, от жертвенного бычка, которого мы зарезали вчера. Вчера был Курбан-Байрам. В принципе, он продолжается и сегодня, и завтра. 3 дня можно резать, приносить жертву. Эти 3 дня считаются праздниками. Я повторюсь еще раз, поздравляю всех мусульман с праздником Курбан-Байрам. Желаю всем счастья, добра, мира, чтобы Всевышний Аллах услышал все наши молитвы и ответил на наши молитвы, чтобы наши посты были приняты, и все, чтобы у всех, и у мусульман, и не у мусульман, у всех на земле было здоровье, мир и спокойствие. Ну вот это было маленькое отступление. Сейчас я вот переложу печенку сюда и налью немножечко водички. И по ходу вам немножечко покажу, что буду делать. Сегодня у нас еще... Дай я руками положу так. Чтобы не поставила штатив, потому что спешу. Все-таки решила снять. Так. Сегодня у нас еще гости вечером. Вчера мы замариновали шашлык. Будут друзья моих мальчиков, сыновей. И вот я даже, видите, еще и канистры не помыла после того, как молоко просепарировала. Так, вот так вот налью воды. Я боюсь, что просто печень и печенька все-таки от того, что просто я пожарю, мне никак не сварится. Поэтому чуть-чуть потомлю водички. Немножечко. Минут 15-20, наверное, пока выварится вода. Так. Можно было бы, конечно, и собственного соку. Ну, не знаю, вот решила, чтобы побыстрее было, и чтобы помягче было. Маме я бульончик, правда, дала уже. Ну, может быть, если будет помягче, и мама его поест немного. Так, вот, друзья. Пока солить, перчить ничего не буду делать. Пусть немножко потомится. Сейчас прикрою крышкой. А пока я выключу камеру. Потом покажу, что из нее получится. Так, друзья, печенка моя проварилась. Я ее вытащила, сковородку почистила. Все-таки там не успела нормально снять пенку. Нужно говорить, что я все делаю на лету, попутно. И вот немножечко лучок обжарится, положить сюда. Печенка хорошо обжарилась. И сердце мягкое, и печень мягкая. Даже мама сможет ее поесть. Так-то, в принципе, для нас можно было бы ее сразу пожарить. Обычно я делаю так. Но я побоялась, что она будет все-таки густовата. Оказывается, можно было и нет. Она очень мягкая. Буквально минут 5-10 потомила с водичкой. И она очень мягкая стала. Так что можно было бы и сразу варить. Так. Вот, как-то так, друзья.
покажу вам, когда уже будет процесс идти дальше. Так, друзья, обед на скорую руку. Печень и сердце почти готово. Я поперчила, посолила, добавила немножечко острого перца для пикантности. И вот пока это все происходило, я быстренько сделала малосольные огурчики, друзья. Не стала снимать, у меня просто нет времени, делов по горло. Значит, тут у меня килограмм огурчиков, 2 зубчика чеснока, 1 горький перец, зелень петрушки и укропа и лавровый лист. Все это я порезала. И все. И столовая ложка сахара, столовая ложка соли и столовая ложка уксуса. Перемешала. Вот они буквально постоят минут 10. Вот как пожарится печень с сердцем, и эти огурчики будут уже готовы. Как раз к приезду моих сыновей все будет готово. Как я сказала, печень уже мягкая. Ну так, быстренько перекусить, конечно, сыть не будешь этим, но быстро перекусить, а потом уже попозже что-нибудь приготовлю, просто сейчас нет времени. А огурчики еще пригодятся и на вечер, когда будут шашлыки. Так, приготовлю. Так что вот так вот, друзья. Приходите к нам. Друзья, смотрите, какой дождь у нас. Это еще сейчас более спокойно бегала в цыплях своих, собирала гусят, и сейчас вся промокла, до ниточки не знаю. И так растущая каша такая будет. Вот такая вот гроза у нас. Это что-то в этом году только и что грозу, что град. Опять мои все цветочки полегли. Не знаю, что будет в огороде, просто был сильный ветер. Я под этим ветром, под этим страшным дождем собирала свои цыплят. Но мы успели, чтобы они не промокли. Но промокли сами до ниточки все нам. Так что, друзья, наш шашлык накрылся. Сегодня не получится повесить. Вот так вот. Мы предполагаем, а Аллах располагает. Ну вот как-то так, друзья. На этом я закончу. У нас свет потух, нет зарядки у телефона. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Пусть нас Аллах бережет от всего плохого.